В долине Ашлама-Дере в Бахчисарае обнаружили остатки средневековой резиденции крымских ханов Ашлама-Сарай. В 2015-2016 годах ученые из Севастополя и Татарстана провели совместную экспедицию в поисках утраченного дворца и сада, который в описаниях путешественников предстает райским местом. В 1666 году турецкий путешественник Эвлия Челеби очень красочно описал этот дворец, что там журчит вода, находятся какие-то безумно красивые павильоны в иранском и китайском стиле, покрытые зеленой черепицей, там отдыхают жены хана с его детьми, соответственно, у бассейнов, которые наполняются водой. Сложно представить, как в ныне пустующей и, казалось бы, засушливой и каменистой долине росли невиданные плодовые деревья и диковинные цветы. Ашлама-Сарай был одной из загородных резиденций ханов, о которой мало что известно. К концу XVIII века дворец пришел в упадок и был разрушен. Первоначально в 1783 году Потемкин Таврический дал приказ о сохранении дворца, но через год, в 1784 году, он приказал разобрать камни дворца для строительства путевого особняка, путевого дворца Екатерины II в Ак-мечети. На фотографиях экспедиции Усейна-Баданинского конца 20-х годов еще можно увидеть остатки фундамента Ашлама-Сарай, но в 1935-36 годах они были разобраны и использованы в строительстве. Перед раскопками ученые определили место расположения дворца. Опираясь на генеральный план Бахчисарая XVIII века и современные карты, провели магниторазведку. На определенной территории были разбиты 9 разведывательных шурфов и 1 раскоп 4 на 4 метра. Они показали архитектурные остатки, каменные, соответственно, завершения сводов. Они дали нам подтверждение нахождения беседок в виде черепицы, которая была покрыта глазурованной керамикой зеленого и коричневого цвета. Они дали остатки водопроводных труб, по которым снабжались фонтаны и бассейны. И, соответственно, в конечном итоге, даже на глубине метр 20 от современной дневной поверхности, там пошел водоносный слой. То есть, все-таки вот эти сообщения турецкого путешественника 17 века о том, что это был дворец-сад, удалось подтвердить. Более того, на как раз большом раскопе 4 на 4 удалось зафиксировать остатки плужной распашки 17 века. Учеными были полностью обработаны материалы археологических исследований. В следующем году исследователи планируют опубликовать их и ввести в научный оборот.